Здравствуйте, друзья. Я на самом деле, мне очень приятно оказаться в пуле спикеров сегодня на Barcamp онлайн. Очень жаль, что мы не в поле сегодня. Очень жаль, что у нас такой несколько дистанцированный формат, но к которому мы, наверное, за последние 1,5 года уже, в общем-то, откровенно говоря, привыкли. Вот. И сегодня я буду говорить о том вообще, как новости на нас влияют и как не поддаться на самом деле этому влиянию. Для начала вообще нужно разобраться, что вообще такое новости. Новости для нас — это различные сигналы, которые поступают извне. В принципе, наш мозг так и устроен, что он считывает сигналы извне, как-то их раскладывает, сортирует по полочкам, там, негативные, позитивные, нейтральные, но при всем при этом, да, то есть как бы новости — это достаточно новая история для человеческого мозга, но в целом он относится к ним точно так же, как ко всей другой информации. Это может быть либо опасность, либо что-то позитивное, либо нейтрально, как бы не влияющее на наше решение. Так или иначе, когда мы читаем новости, мы формируем свою картину мира, мир становится для нас более ясным и более ясным в какую-то сторону, так или иначе. И по большому счету сейчас это общее такое место в рассуждениях про новости, что новости формируют определенные информационные пузыри. Да, то есть это либо вы сами читаете определенные издания, либо пресловутые алгоритмы Фейсбука, Инстаграма или ВК подкидывают вам конкретные новости. То есть под то, что вы интересуетесь. Таким образом, да, формируется ваш такой информационный пузырь. Хотя в одном из своих выступлений Марк Цукерберг, да, руководитель Facebook, он говорил о том, что они хотят поменять алгоритмы для того, чтобы больше разнообразных новостей поступало, то есть чтобы вы видели не только то, что вам нравится, по большому счету. И действительно, вот и в предыдущем выступлении эта тема была затронута, что новости сами по себе сейчас очень часто пишутся для того, чтобы вызвать эмоциональный отклик, для того, чтобы вы как-то вовлеклись в то, что происходит. Они вас требуют подумать о том, что происходит, да? То есть почувствовать что-то, почувствовать злость, печаль, тревогу, порадоваться, да? Но они вас пробуют вовлечь в то, что происходит. То есть пытаются продать что-то вам так или иначе. Продать мы здесь, наверное, лучше закавычим. И каждое чтение новостей превращается, по большому счету, в некий такой эмоциональный аттракцион, я бы это назвал. Когда ты открываешь ленту свою или какое-то новостное издание, и ты начинаешь формировать вот эту эмоциональную картину мира. Очень часто мы на новости реагируем именно эмоционально, не рационально. Мы не задумываемся прям в прямом смысле, а что там написано, мы пытаемся это расположить вот именно по своим каким-то эмоциональным моментам. Мы знаем точно, что, опять же, наследие коронавирусной эпохи, что люди, которые чаще читали новости про коронавирус, они в итоге чаще тревожились и чаще демонстрировали такое дезадаптивное поведение во время пандемии. То есть таким образом мы точно знаем, что новости негативно влияют на людей, которые их читают, да, то есть если они читают их слишком много. В какой-то момент читатель может просто истощиться от самого реагирования, от того, что приходится каждый раз реагировать вот на то, и он может быть просто угнетен и подавлен той картиной мира, которую формируют ему новости. То есть он читает и видит, что вокруг беспросветный просто кошмар, что всем нужна помощь, что все страдают и вообще никакого просвета. И мы в таких случаях часто ощущаем злость, печаль, грусть, да, то есть, но одно из самых важных чувств, важных ощущений, наверное, лучше так сказать, это будет чувство беспомощности. Читая новости, вы очень часто понимаете, что ничего с этим вы сделать не можете, и ничего не поменяется от того, что вы делаете в этой жизни, то есть по отношению к тем людям, которые упомянуты в этих новостях. То есть, допустим, вот вы читаете новость про то, что посадили Алексея Навального, что идут какие-то задержания, что вот люди в Окрестине, в той же самой, да, их там пытают и убивают, но вы с этим ничего не можете сделать, и вот это ощущение беспомощности, наверное, одно из самых негативных, наверное, ощущений, которые можно испытать. И это вас может истощить, и вы можете просто в какой-то момент напрямую устать и отказаться вообще от чтения новостей, потому что они слишком тяжелы для вас. И важно научиться бороться с беспомощностью, преодолевать ее и признавать вообще все те эмоции, которые тебе дают новости. То есть понимать вообще, то есть вот эта вот осознанность — это очень важный момент, когда вы читаете не просто новости, вы пытаетесь понять, а что они вам сообщают по-настоящему. То есть не просто еще один штрих
да, в картину ужасной российской действительности, а что они вам сообщат, что вы там почувствовали. То есть это, в общем-то, как явление slow food, да, то есть медленная, вдумчивая еда по сравнению с фастфудом, да, то есть с быстрым потреблением достаточно калорийной пищи. Что делать, если вы устали от новостей? Все достаточно просто и очевидно, если вы вдруг признаете, что ваши новости, которые вы читаете, весь тот информационный поток на вас льется, да, то есть что он, в принципе, эквивалентен таким же вещам, существующим в нашем мире, как радиация или токсины, как какие-то яды. И вы не можете постоянно потреблять яд, потреблять ядовитые вещества и постоянно находиться возле источника радиации, потому что рано или поздно вас это убьет. И с новостями происходит, в принципе, точно так же. Рано или поздно большое количество новостей вас уничтожит. И, скорее всего, уже уничтожает. И мы все это так или иначе на себе чувствуем, потому что я довольно часто сталкивался до тех пор, пока вот не огородился, вот с этим просто каким-то ужасным, тотальным ощущением беспомощности, печали, грусти по поводу того, что происходит, гнева, который никуда невозможно выместить. И действительно здесь может сработать хорошая стратегия дистанцирования от новостей и ограничения времени использования новостных ресурсов. Это как бы очень простое и очевидное решение, но при этом оно как раз хорошо своей эффективностью. К сожалению, вы не сможете читать плохие новости постоянно и при этом ничего не испытывать. Хотя нет, вы в принципе можете, но это уже это такое моральное истощение. Что-то вроде, наверное, сродни эмоциональному выгоранию, с которым, например, сталкиваются некоторые журналисты. И тут я, наверное, больше к Глебу обращаюсь. Да? Я в порядке. Само собой. Все вы так говорите, когда приходите ко мне. Вот. То есть здесь вопрос про то, что рано или поздно вас может поймать это ощущение беспомощности, и вы поймете, что вообще бесполезно то, что вы делаете, даже если вы сам журналист и об этом пишете. То есть я пишу, а ничего не меняется. Это такой можно я тебя прерву на одну Давай. секунду? У нас в чате есть вопрос, который, мне кажется, вот ровно об этом. Как перестать убеждать себя в том, что ты мог бы что-то изменить, если бы приложил больше усилий? Это вот примерно об этом. Это очень сложно. Я буду сейчас дальше про это говорить, у меня про это есть. Само собой, я же готовился. Вот. Первый момент... Вопрос прислал себе, молодец. Да, силой мысли. Вот. Важный момент, что нужно просто ввести ограничения на время, которые вы тратите на новости. То есть если вы сами не справляетесь, поставьте себе программы, которые это делают. Есть специальные утилиты, есть даже на Apple-овской технике, по-моему, уже даже предустановленные программы, которые позволяют контролировать время, которым вы пользуетесь. То есть там социальными сетями или еще чем-то. И ограничьте количество источников, из которых вы получаете новости об окружающем мире. Я в свое время вычистил 90% каналов в Телеграме, которые я читал, просто потому что это превращалось просто в гонку за новостями. Это невероятно истощало. То есть ты сидишь, читаешь, это просто какой-то... То есть ты тратишь на это внутреннюю энергию, ты тратишь на это силы, время, и в итоге не занимаешься чем-то полезным. То есть у тебя вот это вот ощущение беспомощности. То есть ты вроде как все знаешь, а толку от этого никакого не происходит. И важно понимать, что часто те новости, которые оказывают на нас влияние, касаются тех вещей, которые на самом деле на нас напрямую не влияют. Может быть, сейчас будет несколько циничная позиция, но я бы хотел, чтобы вы к ней отнеслись здраво, потому что даже если арестовали Алексея Навального, конкретно на вашу жизнь это не повлияет. По большому счету, ваша повседневная жизнь от ареста Алексея Навального ничем не поменялась. Да, вы увидели, что в России есть несправедливость. Камон, для вас это серьезная новость? То есть вы увидели, что есть политические заключенные, тогда где вы были раньше? У меня, например, возникает такой вопрос, хотя дискурс про политзаключенных, он достаточно давний. Хорошо, если вы узнали, давайте с этим что-то дальше делать. Это как раз к вопросу о том, что с этим делать. Есть прекрасное высказывание Фридриха Эттингера о том, что ты религиозный мыслитель. И вы все его, не Энгельс, да. И вы все его знаете, на самом деле, в той или иной формулировке. «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого». И вот это очень важный момент, когда вы очерчиваете в своей голове круг вашей ответственности. И ваша ответственность — это то, что вы реально можете поменять, а не то, за что вам хочется взяться. То есть, да, я не могу поменять ситуацию с пандемией во всей стране, к сожалению. Но я могу пойти привиться. Да? Я не могу... Ты это сделал Я сделал вчера, да, собственно. Это важно.
Всем прививаться, да. Да, то есть вы не можете, допустим, выйти в суд и защищать политических заключенных, но вы можете, допустим, задонатить тем юридическим объединениям, которые этим занимаются. У нас будет сегодня лекция о ОВД-инфо, апология протеста, пожалуйста, то есть это в ваших силах. Это вот как раз важный момент, когда вы выходите из этой беспомощности через конкретные, простые действия. То есть себе важно очертить этот круг ответственности, за что вы отвечаете в своей жизни, что вы можете сделать. Да, вы не можете, может быть, вы по каким-то соображениям не можете выйти на площадь, но перевести деньги вы можете. Да, то есть наша задача перейти от тотального сочувствия всем подряд, да, в конкретные, пусть маленькие, но действия, потому что из таких маленьких действий складывается вот это вот разрушение беспомощности. На каком-то уровне, наверное, это можно назвать гражданской активностью или гражданской сознательностью. Но на моем уровне, там, где я это рассуждаю, это как раз вот разрушение той самой беспомощности. А вы должны понимать, что все равно, что бы ни случалось вокруг, нет никого более важного, чем вы. И сначала вы должны заботиться о себе прежде всего. Да, то есть о чем я постоянно говорю. Да, людям плохо, но от того, что вы о них пострадаете, посидите, им лучше от этого не станет. Давайте менять свой фокус мышления с того, что мы будем просто страдать и перепощивать там какие-то посты, да, то есть или новости, на то, что мы будем какие-то делать, хотя пусть небольшие, но вмешательства, которые реально могут что-то изменить. Опять же, да, то есть опыт болотных протестов, да, то есть вообще белоленточных протестов 2011-2012 года, мне кажется, достаточно хорошо показал, что репосты в интернете не меняют, в общем-то, до поры до времени ничего. Да, то есть это как бы не меняет саму структуру того, что происходит. Реальные действия в реальности, да, то есть вот выходы на улицу, там еще что-то, вмешательство напрямую в благотворительность, волонтерство, вот это то, что может реально поменять. Но если вы не готовы вмешиваться в это пространство, если вы не готовы там активно включаться в то, что происходит, не включайтесь. Вы имеете право не быть граждански активными. Вы имеете право не быть осознанными супергражданами, которые всех вокруг спасают. Это вот очень тонкий момент, потому что мы действительно часто пытаемся вовлечься. Мы даже не пытаемся, мы вовлекаемся как раз через эмоции, но ваши эмоции не обязательно должны вас двигать к каким-то действиям. Вы можете их почувствовать, признать их в себе и сказать, да, что я это чувствую. И здорово, что вы это чувствуете, но если это не ваша война, не надо себя сравнивать с другими людьми. Да? То есть есть люди, которые делают больше, есть люди, которые делают меньше. Сравнение с другими людьми — это не тот путь, по которому стоит идти. Важно понимать, а что ты сам хочешь сделать, что ты можешь сделать во всей этой истории. Да, то есть, и если ты не можешь ничего сделать, надо просто по-честному сказать, да, я не могу ничего сделать здесь, да, то есть это действительно вот та граница, да, за которой я ничего не делаю. Да, мне это больно, мне это сложно, мне это, может быть, даже стыдно в какой-то момент признать, но такова реальность. Очень важно принимать реальность. Это вот очень сложный момент, потому что мы очень часто спорим с реальностью, нам очень хочется ее изменить, будто бы от нашего желания зависит, что вокруг нас происходит. На самом деле нет, и то количество вещей, которые мы можем поменять в нашей жизни и в жизни окружающих людей, вы себе даже не представляете, насколько это ничтожное количество вещей. Да, то есть, но даже меняя эту малость, фиксируясь на маленьких изменениях, вы можете очень многое сделать, потому что, по большому счету, ваше благополучие начинается не на Красной площади, не в Кремле, а в вашем подъезде, в вашей квартире. И когда вот вы чувствуете вот эту беспомощность, сделайте что-то конкретное в том месте, где вы живете, то есть прям реально физическое какое-то действие. Это очень позволяет, это очень помогает вернуть вот это ощущение реальности. Приберитесь, помойте посуду, там, отсортируйте вещи, да, то есть там кому-то помогает физическая активность, кто-то очень здорово, там, я, например, когда я чувствую там злость по поводу чего-то, мне помогает там перезагрузиться, я начинаю отжиматься. То есть мне это позволяет скинуть вот эту вот агрессию, злость, пожалуйста, да, побейте подушку, потому что эмоции должны выходить. И если вас совсем все это угнетает, да, то есть и вы чувствуете себя совершенно беспомощно, обратитесь к специалисту по психическому здоровью, это абсолютно нормальная история. Когда мы говорим про осознанное потребление... 5 минут. Да, я сейчас уже заканчиваю, собственно. Когда мы говорим про вот это вот осознанное потребление новостей, надо понимать, что мы очень часто оказываемся в плену своих политических взглядов.
То есть мы как бы читаем приблизительно один пул новостей, да, один пул источников, и я рекомендую вам, ну, читать иногда хотя бы, ну, каких-то ваших оппонентов идеологических или людей, представителей другого спектра, да, то есть, допустим, если вы там либерал, ну, почитайте либертарианцев, если очень хочется, там консерваторов. Но важно здесь выбрать людей, чей язык, чей посыл вам хотя бы будет, ну, приятно читать, то есть у которых нет там хейт-лексики, да, то есть у которых нет там прямо каких-то очерняющих выражений, то есть люди, которые могут вообще вами восприниматься нормально, что они не какую-то, ну, не оскорбляют своих оппонентов, потому что, как бы можно сказать, что можно тогда смотреть и читать там условную «Медузу» и смотреть «Россию», да, один канал, но если вам претит вот это вот весь крик и ор, который разносится по студии, то не надо этого делать, не надо страдать. Для того, чтобы получить альтернативное мнение, можно просто поискать и увидеть совершенно спокойно там других представителей, да, этих же политических взглядов, и, в общем-то, с этим ознакомиться для того, чтобы в какой-то момент заземляться и понимать, а не сносит ли тебя самого в этом во всем. И в целом, в конце я порекомендую, наверное, посмотреть такую замечательную... Есть такая программа, YouTube-шоу «Больше всех надо». Оно есть и в виде подкаста, такие дела его делают. Есть выпуск «Как оставаться свободным в несвободное время». Вячеслав Бармин и Александр Головин, один из советских диссидентов первый, а второй — это, собственно, автор телеграм-канала, если я правильно помню, и проекта «Критическое мышление», Критмыш. Вот. И это то, что позволяет вообще очень, очень много хороших, интересных идей там есть про восприятие новостей и про то вообще действительно, как не сойти с ума, как не потерять ориентиры. То есть это то, что можно посмотреть, когда у вас закончится трансляция Баркемпа, допустим, завтра, потому что сегодня нужно смотреть Баркемп. Или не нужно, решайте сами, вы свободные люди в свободной стране. Да, чем мне нравится конкретно Виктор Павлович, может быть, все психиатры, тем, что дают конкретные советы, весьма отдельные, на мой вкус. У нас есть буквально пару комментариев. На один из них, может быть, не надо реагировать, но не могу его не зачитать. Денис Погребной, реагируя на твои слова про репосты, которые ничего не меняют, написал: репосты в интернете, как мы видим, ведут к арестам. Ну, так, ну хорошо, но они ведут к арестам. Но нет, вот стоп, вот давайте здесь Денис путает. Это совершенно, ну, в общем, гнилая риторика, я сейчас объясню почему. Потому что к арестам ведет желание властей тебя посадить, а не репост. Посадить, как бы, был бы человек, и статья найдется, вот если так сказать. Потому что давайте не перекладывать ответственность на жертву. То, что человек что-то репостнул, да, достаточно безобидное, или, допустим, как Юлия Цветкова, да, то есть рисует женские половые органы, да, наружные в своем паблике, и считать, что это как бы порнография, ну, извините, да, то есть это вопрос трактовки, ответственность лежит на акторе. Да, то есть ты то, что это оценивается другими людьми так, это другой вопрос. То, что, как бы, я понимаю вот эту вот боль, что все вокруг так плохо. Это, кстати, интересный момент, потому что все писали про аресты, про задержания на массовых мероприятиях, да, зимой этого года, но при этом почти никто не освещал, а сколько людей та же самая апология протеста, допустим, вытащила, и сколько из них получили, ну, как бы, осталось без штрафов. Это реальная работа, и вот я, например, читаю апологию протеста, потому что я понимаю, что, ну, есть, как бы, есть какой-то просвет, есть люди, которых оттуда вытягивают, да, то есть мне не нравится, что, ну, люди за мирное выражение, да, своих взглядов попадают в тюрьму, да, ну, там, или в СИЗО, да, то есть там в полицию, да, их увозят, там, они потом содержатся в нечеловеческих условиях, но потом, да, то есть как бы адвокаты их оттуда вытягивают и спасают их. И это очень важно знать, то есть вы должны видеть, это вот, то есть то, что есть на самом деле в этой картине мира у меня, что я вижу, потому что я слежу за этим моментом, да, то есть я вижу, что есть не только негативный момент, но есть и позитивный. И это важно найти. У нас минута, и мы закончим, я надеюсь, на позитиве. Я не буду свои вопросы задавать потом, в неформальной обстановке, да. Вот одна из смотрящих на нас в онлайне говорит о том, что высказывание, которое ты цитировал, Фридриха, не Энгельса, используют анонимные алкоголики как молитву. Да, конечно, они ее и популяризировали. Да. Вопрос, да, чтобы на позитиве закончить. Анонимные алкоголики — это вообще работающая тема? Это очень интересный момент. Но эта цитата работает? Это как, ну да, то есть это на самом деле одна из важных вещей, которые вы должны понимать в своей жизни, что вы должны отличить действительно то, что вы можете поменять, от того, что вы не можете поменять, потому что это вам позволяет, во-первых, не тратить силы зазря,
А второй момент, лучше понимать, что вы чувствуете, не вдаваться в пустое деятельничание и не вдаваться в потерю вот своих ресурсов. Наше время закончилось. Последний вопрос блиц. Только да и нет от одного из еще наших слушателей. Правда ли, что новости вредно читать с утра? Мол, лучше сначала разобрать дела на работе, а уж потом во все тяжкие. Я бы сказал так, не читайте советских газет перед обедом, так ведь других нет, никаких не читайте. Если вы знаете, что новости вам испортят настроение, отложите это на тот период времени, когда вы сможете это выдержать. Это был еще один дельный совет от врача-психиатра Виктора Павловича Лебедева. У нас короткая пауза, и мы потом продолжим нашу работу. Присоединяйтесь, оставайтесь с нами. Донатьте, если видите плашечку с донатами, не забывайте. Спасибо, что Скоро позвали. увидимся. Да.